Про БАДы в современном мире говорят очень много. Настоящие биологически активные добавки к пище вроде как необходимы для человека. Но и тут без подделок никуда. Чем нужно руководствоваться при выборе БАДов и так ли они безопасны для организма? Поговорим с врачом-диетологом Абаканской городской больницы Ириной Ягодкиной. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ирина Ивановна, сразу, что такое БАДы и для чего они? Ну, БАДы – это биологически активные добавки, это средства, которые включают в свой состав витамины, лекарственные травы, некоторые аминокислоты и минералы. Ирина Ивановна, вот смотрите, если лекарственные препараты, они проходят специальные исследования, там нужна сертификация, для БАДов есть что-то? Значит, те БАДы, которые используются легально в Российской Федерации, я подчеркиваю, легально, потому что очень большой рынок нелегальных средств всевозможных, которые привозят под видом БАДов из стран Южной Азии, значит, они попадают сюда вот в сумках обыкновенных торговцев. Значит, БАДы сертифицируются, они имеют определенное, каждое и свое направление. И в основном их вообще реальная возможность – это коррекция некоторых нарушений в организме. То есть то, что раньше использовалось как витамины, как лекарственные травы, то есть как фитотерапия, сейчас некоторые фирмы объединяют вот эти препараты, минералы, витамины, и реализуют здесь в виде биологически активных добавок в пище. Это не является медикаментозным лечением, это не лекарство ни в коем случае. Оно не может заменять лекарственные средства при хронических заболеваниях. И я обращаю внимание, что только корректировать нарушения, произошедшие в организме, либо с самой болезнью, либо в стадии предболезни, которую у нас сейчас диагностируют хорошо, и дают рекомендацию именно по необходимости добавки к пище того или иного витамина, той или иной аминокислоты, которой не хватает организму, или того или иного минерала. Но правильно понимаю, консультации по тем же самым БАДам должен давать врач после нормального исследования? В обязательном порядке, потому что даже прием аскорбиновой кислоты, которую, так сказать, мамы покупают в аптеке детям как бонус за то, что они постояли в очередь при покупке лекарств, он, к сожалению, не безвреден для организма, потому что если количество витамина С в организме достаточное, то передозировка приводит тоже к нарушениям. Кстати, о детях. БАДы можно детям? Значит, есть специальные детские БАДы, но их очень ограниченное количество, и я, как врач-диетолог, не рекомендую их использовать в пище, потому что, как правило, идет комбинированное, массивное множество компонентов в этом БАДе, а у детей чаще всего это здоровые, если мы говорим о здоровых детях, то требуется только какая-то коррекция одного или максимум двух витаминов, то есть вот такого объема, обширного компонентов не требуется детскому организму. Спасибо, Ирина. А я напомню, что сегодня на вопросы о том, что такое БАДы и как ими правильно пользоваться, отвечал врач-диетолог Ирина Ягодкина.